Все знают о трудностях освоения севера. К примеру, чтобы построить 60-квартирный дом, необходимо забить около 200 свай. А это не так просто. Вечная мерзлота. Кроме того, почти все строительные материалы нужно доставить с большой земли. Вот почему затраты на капитальное строительство здесь значительно выше, чем в среднем по стране. Якутск, столица республики. Нелегко было построить такой город. Каким он станет через 10-15 лет, зависит в первую очередь от будущей железной дороги. А пока 80% перевозок в Якутии имеют сезонный характер. Последний день ледовой переправы через Лену. Надо успеть завести как можно больше топлива, механизмов, продуктов, чтобы хватило до начала навигации. Авиаперевозки в Якутии в сотни раз дороже, чем все другие виды транспорта. Помните последний день ледовой переправы через Лену? Прошел месяц, прежде чем началось движение до Якутска. Но проблемы остались те же. Моста через Лену нет. Его строительство возможно только с приходом железной дороги. Вот и вынуждены водители переправляться через Лену на пароме, причем дважды. Неизбежные очереди на переправах, потеря рабочего времени, иногда по несколько суток. Море проблем. Их и должна будет решить будущая железная дорога. Она позволит разгрузить все другие виды транспорта в нужном количестве, а главное вовремя доставлять в республику грузы. Севернее, почти у самого Якутска, угольный разрез. Здесь добывают энергетический уголь. Может быть, и не стоило показывать этот самый обычный угольный карьер, если бы не одно обстоятельство. Кангаласы – краешек Ленского угольного бассейна, самого крупного в мире. Сейчас трудно сказать, сколько угля в его недрах. Предполагают, что 1500 миллиардов тонн. Слои угля уходят на глубину до 2 километров. Уголь лежит почти на поверхности, и пласты выходят к самому берегу Лены. Здесь грузят его на самоходки и отправляют потребителям. Пока другого пути нет. Но летом река мелеет, а зимой лед на Лене встает очень рано. Девать уголь становится просто некуда. Если была бы железная дорога,
Топливо можно было круглый год возить в другие, нуждающиеся в нем районы страны. Кангаласы лежат неподалеку от Якутска, пока главного потребителя топлива. До Якутска в прошедшие века добирались по лени или на лошадях. От Москвы до него 7 с лишним тысяч километров. Путешествие длилось тогда 3-4 месяца. В начале нашего века история транспорта развивалась в обратном направлении. Сначала якутяне в 20-х годах познакомились с самолетом. В начале 30-х в Якутске появились автомобили. И только в 90-х годах нашего века город услышит гудок тепловоза. Якутск начинался с этого деревянного острога, построенного в 1632 году. Сейчас это город с населением 159 тысяч жителей. Якутск – столица автономной республики, с филиалом Академии наук СССР, исследовательскими институтами, университетом, музыкально-драматическим театром. Город молодежный, студенческий. Но административный и культурный центр Якутии до сих пор не стал промышленным центром. Отсутствие железной дороги тормозит развитие экономики города. Доставить сюда все необходимое можно только по реке, самолетом или по автомобильной магистрали, которая идет от Байкало-Амурской железной дороги через горы, тайгу, реки. Дорого, медленно и, главное, трудно. Переправа через реки только на паромах, мостов нет. Республике нужна железная дорога, всепогодный дешевый транспорт. Без него немыслимо дальнейшее развитие.